Некоторые бизнесмены, я видел видео, когда они собирали в цехах своих работников и говорили: не идите на митинг. Это я везде видел, тотально. А это о чем говорит? Вы задали себе вопросом, а почему это сейчас именно происходит? Потому что именно сейчас власть понимает, что очень опасная для них ситуация. Им есть что терять. Им десятки миллиардов долларов деньги потеряют. И не просто деньги. Это не значит, что они убежали из страны. Многие переживают, что эти люди убегут из страны, и завтра они уедут с капиталом, и мы их не найдем. Нет. Нынешние люди, которые находятся у власти, прекрасно знают, что мы их найдем. Не просто деньги отберем, мы их экстрадируем, мы их посадим. Нет, убивать мы их не будем. Как мне здесь пишут в личке, а давайте мы их казним. Или когда мы казним Токаева. Нет, мы будем строить цивилизованное государство, мы их просто посадим. По нашему действующему законодательству. На пожизненный срок, на 20 лет. То есть в меру того, что они какие преступления совершили, мы их посадим, убивать не будем. Зачем? Это неправильно. Мы не будем строить дикое государство, потому что есть пример, смотрите на Европу, и Казахстан подписал соглашение, что этого не будет. Поэтому эти люди знают, что, конечно, мы их убивать не будем, но представьте себе, что вот Токаев будет сидеть в тюрьме или Назарбаев. Они же просто умрут от горя. Они будут есть обычный тюремный рацион и от горя умрут, что их не обслуживают и все прочее. Поэтому они будут сопротивляться насмерть. Поэтому они боятся, им есть что терять. А вот полицию, даже если мы будем назначать митинги раз в неделю или каждый день, они их будут каждый день ставить и будут из бюджета платить деньги, лишь бы любые риски исключить, что завтра неожиданно вот эта масса, которая сегодня 100, 200, тысячи, станет завтра миллионы. И лучше эту полицию завалить деньгами, чтобы они отлавливали людей. И армию тоже. Им есть что терять, уважаемые друзья. Поэтому они в панике. Ну и второе, я вам хотел бы зачитать. Это то, что я каждый день в нашем штабе, снимая обратную связь от людей, озвучивал. И вот сегодня я получил вот такое сообщение, и это правда. И это подтверждает, почему этот режим пугается, почему именно сейчас обрабатывали школы, все абсолютно, тотально. И это хорошо. Это хорошо, потому что эта власть делает замеры, социальные замеры делает, опросы, разным путем снимает информацию, что же происходит в стране, и она для них плохая. Вот что мне написали. Мне сказали, что в этом году, это люди с мест пишут. Мы можем спорить на эту тему, но я вам просто говорю, что мне люди пишут. В этом году режим точно падет. Объясняет почему. Везде идет напряжение. В автобусах, на улице, на работе. Все только и говорят, что устали от этой власти. Полгода назад даже такого не было. Вот что мне люди пишут. И это просто показывает, подтверждает, почему власть так обеспокоена. Я отвечаю на тот вопрос, который у многих в голове звучит. Почему именно сейчас такая тотальная, скажем, реклама страха, именно страх режима? Режим же боится. Режим же везде включает пропаганду, говорит, не ходите на митинг, на наши конституционные права замахиваются. Не боятся того, что нарушаются международные договора, не боятся, что Европейский Союз сделает замечание и скажет, как же так, это же обычный митинг, вы что делаете, у нас их тысячи проходят, почему вы это делаете? Потому что им так страшно, что уже, что называется, вопрос жизни и смерти, и поэтому они вкладывают гигантские деньги, чтобы поймем, если мы понимаем, чего власть боится, и
мы понимаем, что боится она правильно, потому что сейчас гигантское напряжение, и это прорвет. Понимаете, это больной организм, коррупция, преследование людей, полностью лишение всех прав наших граждан, бешеная инфляция, наглая жизнь чиновников, которые нагло воруют, нагло держат, показывают свои богатства в Инстаграм, свои дома, летают самолетами, отдыхают. Нагло говорят, что они там в день на еду тратят 50-60 тысяч тенге только на еду. То есть в месяц минимум 1,5-2 миллиона тенге. Это, что называется, один из министров признался. Тут вам предлагают прожить на 85 тысяч тенге, а он в день одного барана съедает, как один комментатор написал. И поэтому сейчас тот всплеск, который был в январе 2022 года, он никуда не делся. Он просто сейчас снова концентрируется, и взрыв будет еще большей силой. И поэтому власть боится. Итак, я объяснил, почему власть боится именно народа. Второе. Почему власть боится именно Мухтара Аблязова? Мне говорят, ты там сидишь во Франции, там провокатор и так далее. Знаете, за рубежом много кто сидит. Людей, почему власть их не боится? Почему не боится? Вы не задумывались об этом? Или там тебе легко находиться? Я говорю, приезжайте сюда, чтобы у вас семью похитили, посидите, как я, в тюрьме за рубежом, между прочим, когда вас будут экстрадировать. Поотбивайтесь, когда на вас будут нападать различные киллеры. Здесь уже уголовные дела давно возбуждены, большая группа людей выявлена. Поживите, когда у вас все время угроза депортации, как сейчас мне требует все время уехать. Поживите, когда у вас не будет средств на свою юридическую защиту. И при этом еще вам надо еще умудриться организовывать политическую организацию таким образом, формировать ячейки, чтобы эта организация была способна снести режим. А то, что она способна, власть понимает. Потому что власть преследует меня лично и больше никого. Вы знаете, кто живет за рубежом? Любого, вспомните, на ваш взгляд, какой был в оппозиции, любого. Хотите Белаша, хотите Тургумбая, хотите Акижана Кожегельдина, любого. Вспомните и скажите, их власть преследует? Нет. А почему она преследует именно меня уже непрерывно 15 лет, а вообще у меня 6 лет тюрьмы было в Казахстане, 20 лет, пожизненный срок, 15 лет в России заочно дали. И сейчас здесь во Франции меня пытаются посадить и так далее. Покажите одного оппозиционера, любого, и вы не найдете.